По словам местных жителей, вода стремительно начала прибывать примерно к 8 часам вечера. Подтопила первые этажи домовладений, дворы, огороды. К счастью, никто из жителей не пострадал. Не спали, конечно, где спали вечером. Все ходили, помогли соседи, вот, чтобы вода не зашла. Не было страшно, что вот... Как не было. Отсюда видно, как страшно не было. Ради Бога, сколько плакали. Это сейчас ничего не видно, но вчера вечером как не боялись. Боялись, конечно. Документы взяли, эти, то пошли туда. Потом чуть ниже подняться до воды, и потом пришли сюда. Соседи помогли, чуть-чуть что-то подняли. Вышедшая из берегов река расплескалась по всей улице. Уровень воды в некоторых местах достигал 1,5 метра. Следы прошедшей стихии до сих пор видны. Дорога усыпана камнями, ветками, грязью, разрушены заборы. Семье Мамуки Какубаба пришлось вызывать МЧС, чтобы покинуть дом. Но до приезда спасателей эвакуироваться им помогли соседи. По словам хозяина дома, это первый случай подтопления в таком масштабе. Я взял туда наверху, еле-еле, что ничего не было за это. Ну, не знаю, что творится здесь, там, внутри. Скажите, это впервые вообще такая ситуация? Да, первый, это первый. Я не знаю. А скот не пострадал, птица, может быть? Не, это не. Мы все друг друга помогали. Вышедшая из берегов река Окум разрушила около 600 метров дороги. В результате 9 семей села Царча оказались оторванными от центра. Помимо этого на участке сошла сель. По крайней мере, местные жители лет 50 не помнят, чтобы такие вещи здесь когда-то происходили. Русло поменяло метров 40, она ушла по правую сторону и мешает уже здесь людям. А раньше она была чуть подальше. И вроде тогда более-менее было терпимо. Помогали своими силами местные, тракторное хозяйство, у кого здесь есть, бульдозера, они исправляли. Не помогло. В первую очередь мы МЧС вызвали, это Корчалский район, Чамчирский, Гальский. Все прибыли, но уже к тому моменту, конечно, вода ушла, стихла. На данный момент глава Исидор Дочия прибыл, ознакомился, посмотрел, какая ситуация, и принимает меры. Надеюсь, все будет хорошо. Ситуация в селе Царча усугубляется тем, что электричества нет с ночи. Помимо этого, у жителей нет доступа к питьевой воде. Все колодцы во дворах забились илом и грязью. Если мы не подготовимся, это будет гораздо тяжелее ситуация для нас. Здесь на данный момент ни одного колодца, который можно было использовать, питьевой воды нету абсолютно. Ближайший километр. Также отсутствует у нас со вчерашнего дня свет. Люди не могут элементарно зарядить мобильные телефоны, чтобы связаться друг с другом и даже сообщить, если у них есть проблемы. И мы будем стараться сейчас раздавать воду, где-то брать и привозить цистернами или спецмашину какую-то для воды вызовем. Местные жители обеспокоены, что ситуация может повториться, и тогда масштабы ущерба могут быть намного больше. Как сообщили представители администрации села Царча, вышедшая из берегов река подтопила и домовладения в селах Мохур и Окум. Алика Трапшраму Камки, Абхазское телевидение.